Пресс-релиз Чеченской демократической партии о ситуации с правами человека во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия в свете военных событий в Украине на конец мая 2023 года. Российская империя зла массовой мобилизации на Кавказе сокращает количество ненавистного себе населения и заодно использует их как пушечное мясо. Мобилизация на сегодняшний день в Кавказских республиках продолжается, а любое проявление несогласия с ней имеет для людей самые что ни на есть горькие последствия. Следовательно, Кавказ в очередной раз оказался между молотом и наковальней. Отказывающихся мобилизоваться преследуют самыми изощренными методами увольнения с работы родственников, закрытие бизнеса близких и родных, шантаж вплоть до возбуждения уголовных дел, лишение ранее выданной по службе жилплощади и многое другое. Многим военнослужащим и служащим в органах полиции, отказавшимся участвовать в войне против Украины, возбуждены уголовные дела. Люди не желают это афишировать, так как боятся тяжких преследований со стороны властей. Никто не имеет желания принимать участие в очередной грязной политической игре России, которую она затеяла с целью захвата чужих земель, а вчерашние жертвы подобной трагедии чеченцы тем более не горят желанием попадать в новые жернова. В данное время приостановлена выдача заграничных паспортов, а мужчины с 18 до 60 лет, покидающие республику, подвергаются жесткому контролю. При попытке получения заграничного паспорта молодых людей забирают из дому и удерживают в ВВД, и не принимается во внимание тот факт, документы были поданы еще задолго до начала мобилизации. Имеющие немного высокий уровень материального положения семьи спешно покидают регион, а количество отправляющихся на фронт, чужой во всех смыслах этого слова войны, мужчин не сокращается. Однако российская общественность снова трактует все по-своему. Российская журналистика очень умело обходит факт чеченской мобилизации, и в целом участие чеченцев в войне в Украине преподносится как добровольное. Благодаря такой искусной лжи, в которой российским журналистам нет равных, перевыполнившая план мобилизации на 254%, Чеченская республика в глазах простого русского населения все равно остается богатейшим дотационным регионом, который неохотно отдает долг родине. Таким образом, можно с уверенностью сделать вывод, что общественно-политическая ситуация, сложившаяся сегодня на Кавказе и в частности в Чечении, это продолжение имперской политики России, корни которой уходят вглубь веков. Участие чеченцев в аннексии Украины, жестокий политический режим Кадыровской Чечни и прочие горькие реалии чеченской современности – это продукт России, умело выращиваемый ею. Порабощение Чечении как несущей стены всего Кавказа, уничтожение ее ценностей и национального самосознания. Российская империя как наследную корону передает от одной власти к другой, и это насильная мобилизация чеченцев и их участие в агрессии против Украины, представляемое всему миру как добровольное, один из элементов этой имперской политики. Все правозащитные организации выставили из Чечении по сфабрикованными уголовными делами, угрозами и нападениями. Человека похищают для выкупа для результата. Все расписывается по обыденному сценарию: похищенного держат несколько месяцев в секретной тюрьме, одевают военную форму после того, как отрастает борода. Вывозят на место проведения операции и расстреливают, затем кладут рядом оружие и приглашают своих операторов. Отправка в Украину происходит добровольно, в случае отказа фабрикуют дело и отправляют в тюрьму, а там уже по обыденному сценарию. В Чечении есть негласный план фабрикации уголовных дел. Мы публикуем только материалы, что стали доступны нашим информаторам, и, к сожалению, имена большей части похищенных остаются неизвестными. Командир полка полиции специального назначения Замит Челаев, который благодарил Рамзана Кадырова за то, что освободил его из психиатрической клиники и сделал героем России за бессудные казни и пытки, говорил в своем кругу, что в день похищается минимум 50 человек, мол, это лучше, чем новая война в республике. В соответствии с этими установками происходит задержание людей, которые могут попасть в Украину, если родственники не смогут выкупить их. В чеченском Урус-Мартане поздно вечером 31 мая. Силовиками похищен местный уроженец. Магомед Абубакаров, постоянно проживающий в Великобритании и имеющий ее гражданство наряду с российским. Эти задержания происходят в соответствии с заявлениями Рамзана Кадырова, что въезд в республику запрещен чеченцам, не согласным с проводимой им политикой. 19 мая сотрудники 2-го полка патрульно-постовой службы полиции специального назначения похитили Хусейна Закаева. Также задержали Мовсара Исакова, Ису Байбатырова, Зелимхана Талатова, Магомеда Джабаева, Ахмеда Муслоева, Ису Висханова, Рамзана Чадаева. И это не полный список задержанных людей, так как люди могут удерживаться месяцами, когда родственники не могут их найти.